Просто по новостям идем, но пока какую-то речь толкать, пока я что-то дұрысын айтсам, илхам yok. Менде илхам yok. Илхам болғанда ғана мен толкать буду речь. Пока не могу толкать, дұрысын айтсам. Этот, Кейфият ульды, короче, бір-екі күн. Так, идем дальше. Так, вот, годовщина баймакских беспорядков. Вот это интересно я сейчас закинул, давайте почитаем. Я его не читал, чисто просто поверхностно. Какой-то Дюков, блядь, историк Дюков пишет какую-то хрень, не хрень, мы поймем, кто он такой, не знаю. Перекинул я это с этого какого-то ебаного сайта. Куштау Байрам или какая-то херня. Не Куштау Байрам, а вот опять есть еще один какой-то. Футляр для Курая, блядь. Футляр для Курая, имейте в виду, какой-то манкуртский сайт, блядь. Он, да, блядь, сукалар, блядь, закидывают новости, которые, блядь, противоречат нашей доктрине по уничтожению Москвы. Там какие-то пидоры это рулят. Чуйка чует, наверное, это вот это, сука, Рахимова вот это, наверное, или опять этот хуй Руслан Валеев, или какой-нибудь, блядь, этот Ташак, блядь, с сережками, блядь, этот, сука, как его, блядь, Станислав, блядь, этот сраный. Фамилия сам. Мурзагулов. Мурзагулов мы, блядь. Bir Ташагин это Кызларки был, блядь. Так, ладно. Не помню. Мурзагулов вроде бы, блядь. Ну, было у меня где-то видео на это. Так, вот. База о башкирских националистах от Рыбаря. Рыбарь кто такой? Хз, короче. Стоит отметить, что еще до тех событий прошлого года на определенных медиаплатформах в общественное восприятие активно внедрялся и сакрализировался образ Алсынова, как примерного семьянина, отца 4 детей, трудолюбивого человека и защитника башкирской культуры и природы, которого несправедливо преследуют местные власти. Главными рупорами такого нарратива стали интернет-издания Пруфы РФ. О, вот этот сраный, Пруфы тоже говно, блядь. А также подконтрольные башкирским националистам и Габбасу телеграм-каналы. Причем тут нахуй Габбаса вообще? Пруфы вообще дерьмо, так что Пруфы Шанмагаз вообще говно, блядь. Издателем портала Пруфы РФ является племянница первого президента Башкирии Рауфа Рахимова. Ой, блядь, мана исимадат, что, блядь. Рауфа Рахимова, вот эта овца ебаная. Об оппозиционной деятельности, которую мы пишем не первый год. Она информационно поддерживает башкирских экстремистов, включая Алсынова, а среди сотрудников издания значился и Руслан Габбасов. Кутагам поддерживает, Кутагам, блядь. Кутагам поддерживает, блядь. Рахимовна, блядь, за что она топит? С курдыгизма хоть нет, блядь? Паттакса, блядь. Урслар, блядь, бірге битулайта, блядь, нахуй. Урслар, блядь, бірге. Нахуй бізге урслар, блядь. Мен оңнамын вообще. Так, декабрь 2024 год суд признал Рахимову виновной в дискредитации МВС РФ. Следом на нее было заведено еще одно административное дело. Бу Кузбояма. Это просто нахрен. Это просто, блядь, типа, чуть-чуть не туда шагнула она, блядь, нахуй. А так она внутри. Так что, нахуй, таки, селягигізні оғызып, нахуй, уламағыз. Ой, блядь, ол за независимость. Құттағым независимость, блядь. Har kishi o'zini yog'ina yurg'anin tortar. Так, что там? Судом Булгас Фейку, а главред издания злоупотребления свободно СМИ. Да и сама Рахимова через собственные социальные сети призывала жителей республики участвовать в административной акции 17 января 2024 года, переросшей в массовые беспорядки. За последние, кстати, женщина до сих пор не привлечена к ответственности. Она говорит, нәрсеге он тағып қоймадылар, Алсыновтың тағып қойдылар, мұны тапқылар нахуй. Çünkü потому что отта танкасы бар. Can you ride a bicycle? Yes, I can. Can you throw a ball? No, I can't. Can you ride a bicycle? Yes, I can. Can you throw a ball? No, I can't. Can you ride a bicycle? Yes, I can. Can you throw a ball? No, I can't. Can you ride a bicycle? Yes, I can. Can you throw a ball? No, I can't. Габбасов, что что-то нахуй, onlardan bir yordam da yo'q. Bilaverni anlarsiz. Bilaver. Xaloq, короче, eshitdagi. Boylar. Только imib Boshqirdistonni, sigib Tataristonda da ochdilar.
Әлі де олар ішіндегілер бар бетінде, олар да қошасырақ. Так что вы не думайте, что олар бізге ярдам береді. Біз қора халық болғаш, біз только өзіміз генә эшләргә тотына белмәк. Безгә беркем ярдам бирмәй. Дөньяда беркем безгә ярдам бирмәй. Мен уже аңлап җиттем, менә шунага минем кайфиятым юк. Ничә көннән бирле мен аңладым, что башкорт белән татар үзе басмаса, безгә беркем ярдам бирмәй. Шуны аңладыгызмы, юкмы? Не надо мында все скидывать нахуй на Украину там, или там помощь Украине и так далее, которыми сроб ятам, но нихуя, жауап. Поэтому, исходя от этого, только үзебез генә. Шунарга шулай ашуым килә иногда, беләсез, мана шундый ашуым килә, блядь, нахуй, немәгә мына безне ишебездә шул бер җүнле мужиклар юкмы икән диям, которые просто давай әйтә, блядь, нахуй. Оружиеда табабыз, нахуй, бөтен Мәскәүне барып сигеп кайтабыз. Юк, каясың, шул мужиклар каясың, блядь, мин шуны аңламыйм, блядь, нахуй, Нәрсәгә син, блядь, мин шундый дөньяда яшим, нахуй, Шу мужиклар юк, ёб твою мать, мені кырда, который Мәскәүне сигеп кайта торган мужиклар юк, блядь. Просто позор, блядь. Блядь. Отдельно стоит отметить, что ближайший родственник Рауфа Рахимова сын, так шагу, понятно, в международном розыске по уголовным делам, связан с экономическим преступлением, однако его местоположение известно, он получил политическое убежище в Австрии, где на ворованные российские деньги обустроил миллиардный гостиничный бизнес. А недавно сначала появляется информация о том, что под контролем Урала Рахимова предприятие, вероятно, снабжают оружием ВСУ. Блять, нахуй. Хоть хуесую, блядь, нахуй, пусть делает, блядь, нам похуй, блядь. Мына, мен теге бір эфирларда әйткәнем, блядь, когда вот посмотрите независимость на әзгенә ошуна күренә башласа, нәйме, ошы күренә башлаганда, да хуя налетит, блядь, нахуй, как на говно мухи, нахуй. Налетят Башкортстан белән Татарстанга, блядь. Мин алам, нахуй. Куттагымны тотсыннар, блядь, нахуй. Мана безнең белән көрәшмәгәннәр, нахуй, бер нәрсә дә алмыйлар, нахуй. Әле без әле азакатлы көрәшәбез микән, юк микән, Алла белә әле. С таким контингентом, нахуй, который лапаухи, лапшалар белән, нахуй, без нич көрәшәгә тиешбез, нахуй, блядь. Мин генә барырга тиеш түле, блядь. Габасовны тотып, блядь. Җитәкләп, давай, брат, икәү киттек, нахуй, Мәскәүне сигергә, нахуй. И все. И, блядь, монда бер кеше, ике кеше, блядь, Кашапов, нахуй, хуй с ним возьмем, блядь, этого, нахуй, старика, блядь. И чё мы, блядь? Троем куда-то пойдем, блядь? К кому нахуй? Мы, блядь, нахуй отсюда, как говорится, выйдем, уже нас ёбнут, нахуй. Как говорится, снайпер. Вы чё, блин? Поэтому безге минимум 50 мең кеше кирәк. 50 мең. Минимум. Чтоб, блядь, нахрен до Москвы дойти. Кто-то хотя бы должен там живой остаться, чтобы, блядь, Путина найти, памперс напялить, блядь. Как говорится, мою мечту, как говорится, сделать, блядь, понимаете, блядь? Мечта, блядь, я хочу, блядь, чтобы Путин памперс тагирсын, блядь, понимаете, блядь? Памперс кидіріп қоясым келе шуны, нахуй, күтіне, нахуй. Ай, блядь. Так, ладно, внутрь, тут откуда это взято, не знаю, Рыбар.ру, блядь. Что за... Давайте зайдем внутрь, может, я не все дочитал, давайте на сайт туда, меня зовет туда. И что он пишет, блядь, 17 января, свежак, блядь, свежак, вот новости есть, еще можете почитать, блядь. Свежак. Год назад, 17 января 2024 года, в центре внимания российского общества оказался небольшой городок Башкирии Баймак. В его провинциальной обспокоенной жизни внезапно появился массовый беспорядок, насилие в отношении представителей власти и десятки фигурантов уголовных дел в баймакских событиях будоражили как саму республику, так и всю Россию. В этом материале вспоминаем, что стало причиной беспорядка, анализируем произошедшие события, какие выводы можно из них извлечь, а также рассказываем, как с ним связана Турция. Реально, Турция-то нахуй тут вообще приписали, блядь, и фото такое, и Турция, блядь, что-то я не могу понять, нахуй. Что произошло 17 января? Ну, давайте, интересно, почитаем этого хуя, блядь, какого-то, кто это пишет, блин.